Итак, полицейский жезл всего за пару минут успел остановить сразу 3 нарушителя. Распознать виновников нетрудно. Каждый водитель КАМАЗа следует с открытым грузом. Место выбрано не случайно. Именно через так называемый Кантышевский пост большие грузы везут в республику гравий, песок и другие сыпучие стройматериалы. Вот те самые последствия. Такое искусство на лобовом стекле – результат удара маленьким камушком. Авторы таких пируэтов – нерадивые камазисты. Многие водители, перевозящие сыпучий груз, просто не удосуживаются закрыть кузов тентом. Итог – страдают водители легковушек. Но как потом призвать виновников к ответу? Непонятно. Ну а виновников хоть отбавляй. Из-за чьей-то халатности и наплевательского отношения к другим автомобилистам многим приходится платить за ремонт даже совершенно новой машины. Неприятный след от сыпучего груза остался и на лобовом стекле автомобиля Руслана Гагиева. Причем произошло это примерно месяц назад. С тех пор он каждый день сталкивается с проблемами. Отговорки у камазистов всегда разные. То тент порвался, то забыли его взять, а некоторые и не сразу понимают, из-за чего их остановили. Нерадивых водителей больших грузов не останавливают ни предупреждения инспекторов ГИБДД, ни денежные штрафы. Согласно статье 12.21 Кодекса об административных правонарушениях, нарушение правил перевозки грузов или правил буксировки наказывается штрафом в размере 500 рублей либо предупреждением. За каждым большегрузом тянется шлейф пыли, который просто мешает остальным водителям видеть дорогу. Добросовестные же камазисты признаются, что их коллеги не пользуются тентом из-за простой человеческой лени. Когда высыпаешь, когда загружаешь, надо постоянно его в порядке держать тент, чтобы он не рвался, не это. Поэтому, видимо, может, для кого-то тяжело. Гравий по ветру, еще цветочки. Немало больших грузов, представляющих водителям легковушек реальную опасность. Те, кто перевозит блоки или кирпичи, могут создать настоящую помеху. Вызывает особую обеспокоенность, когда такие ситуации попадают молодые неопытные автолюбители. К примеру, человек недавно сел за руль, он не совсем уверен, тут ему прилетает в лобовое камень, естественно, он теряется на дороге, естественно, ему нужно вовремя сориентироваться, выбрать правильную скорость, включить поворотник, съехать на обочину, оценить ситуацию. Это доставляет массу неудобств. Поэтому лучше, конечно, предотвратить ситуацию, чем потом решать ее последствия. В любом случае, на дороге нужно быть готовым ко всему. Вот. Поэтому автолюбителей мы призываем соблюдать скоростной режим в первую очередь, а водителей больших грузов, естественно, покрывать свои грузы специальными тентами. Всего за 40 минут сотрудники ГИБДД выписали штрафы 20 нарушителям. Это не считая тех, кто, узнав о рейде, обходили этот пост стороной. То ли за тентом, то ли штрафа побоялись, а может быть и вовсе совесть загрызла. Зелимхан Галоев, Адам Далаков, Новости 24.